versim التعيل هما يحسخيش إيردون سيانا شا يجعلي شا تركو متاعي versim متاعي إنجلس متاعي شيء اللي تقدر جوش أشبو шел 2001 год. Была договоренность чеченской стороны, воюющей стороны против России, и российской стороны, что на территории Москвы будут проведены переговоры. И туда должны были отправить Закаева, то есть для встречи с Казанцевым. Это долгая история, но я постараюсь как-то сжато и коротко сказать. Я в то время чисто случайно оказался в Стамбуле, в Турции. Чисто случайно в представительстве Чеченской Республики Ичкерия в Турции. Вот. Потому что меня отправил наш президент для проведения кое-какой работы по Турции. Как вы знаете, шла война, 2001 год. Не было возможности, чтобы получить какую-либо бумагу из Чеченской Республики Ичкерия вот за какой-то короткий срок. То есть это заняло бы много времени, может даже неделю. И поэтому была такая договоренность, что будет выпущен указ президента, где будет сказано, что вот Ахмед Закаев отправляется в Москву для проведения переговоров. И, соответственно, имея такую договоренность, все это должно было быть на документе, на официальном документе указ президента Чеченской Республики Ичкерия. И были пустые бланки, уже готовые, с печатью, там надо было лишь напечатать текст на этой бумаге. Вот, то есть с разрешения президента все это было. Я, оказавшись в Стамбуле, получил текст от Ахмеда Закаева, как-то ночью это было, помню. Получил текст, и в этом представительстве нашем не было такого человека, кто бы мог бы там это распечатать и вывести на документ, как бы на бумагу. Вот это текст. Здесь это текст. И я просто зачитаю, а потом самое интересное скажу потом, после того, как я прочту. Будучи убежден в том, что российско-чеченскому конфликту нет альтернативы политического решения, считаю необходимым как можно скорее прекратить военные действия на территории Чеченской Республики Ичкерия и перевести военное противостояние в русло мирного политического урегулирования. Руководствуясь статьей 73 и статьей 76 Конституции ЧРИ, во имя великого Аллаха, милостивого и милосердного Господа миров, постановляю назначить там должность, я просто пока называть не буду, назначить Закаева Ахмеда уполномоченным для налаживания контактов по ведению переговоров с представителями президента Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня подписания. Аслан Масхадов, президент Чеченской Республики Ичкерия. Ахмед Закаев подсовывает этот текст, но этот текст получаю я, потому что я был в представительстве Чеченской Республики Ичкерия. Вот, и сразу замечаю вот ту же должность, которую подсовывает Ахмед Закаев президенту для подписи. То есть, зная, что подписывать будет не президент, а вот это будет происходить в представительстве в Турции, он подсунул этот документ. И в этом документе стояла такая должность, второй человек после президента. Вот сами подумайте, кто. Вот. Премьер-министр, в общем. Я как это думаю, вот, то есть он подделывает как бы документ, подсовывает этот документ. Почему? Потому что это останется на документе, останется. И он прекрасно понимал, что это другая война. Если убьют президента Аслана Масхадова, то
он становится автоматически уже другим, следующим президентом. Вот почему это все делалось. И ты, человек, который сейчас пишешь, почему я так это все говорю, потому что я имею право. Я имею полное право говорить то, что я сейчас говорю. И я буду говорить. Вот. Я просто очутился в те дни, в то время, ушел в то время, и поэтому как-то вот сухо это все рассказал, да, со злостью такой, потому что этот человек, получается, что мечтал, что наш президент будет убит. Вот как это я могу проанализировать. Да, это было подделывание, подсовывание или подделывание вот таких важных документов. Это было предательство. То есть первый раз это произошло в 2001 году. Я нигде никак не озвучивал это. Это первый раз я сейчас это сказал. Первый раз. И потом были и другие случаи. Это было в 2004 году. Также было подделано несколько документов, указов президента. И тогда ему не простили, хотя он говорит, что ему это простили, там, он якобы там сослался на администратора сайта, который как бы выложил такие документы, подделанные документы президента. Вот. Но ему не поверили. Вот почему Аслан Масхадов сказал, что этого человека будут судить после войны за все его вот эти преступления. И, кстати, он ссылается на то, что он являлся специальным представителем, в общем, говоря, что он как бы является по сегодняшний день. Нет, он никак не может являться специальным представителем президента. Да, он был назначен и назначен только для того, чтобы вести переговоры с российской стороной. Вот. И эти переговоры были прерваны, ничего с этими переговорами не случилось, и после был назначен Саламбек Маигов специальным представителем президента в то время. Его тоже потом устранили. То есть назначением Маигова он потерял свою должность как специальный представитель. Анзор, что говорил твой отец о Закаеве? Кем он его считал? Я уже говорил об этом, но, наверное, просто повторю один момент, что это, то есть именем, я сейчас скажу его словами. Масхадов Аслан сказал, что после завершения войны этот человек будет осужден и должен быть наказан за свою деятельность. Вот какое было у него мнение.